Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями Алёкминского улуса, и сегодня вновь побываем в Алёкминске. В гости к себе нас пригласила приемная семья Лебедевых. Марина Леонидовна, всю трудовую жизнь проработав в алмазодобывающей отрасли и вырастив 2 дочерей, 11 лет назад стала мамой для приемной дочери Олеси. Это был непростой шаг, предполагающий решение многих трудных задач, и здесь большую роль сыграла поддержка родных дочерей. У меня старшая дочь Ксюша, ей 37 лет, у нее 4 сына, это у меня 4 внука. Первых 2 близнеца у нас родились, потом Антон и Богданчик вот сейчас. Они живут в республике Коми, в Сыктывкаре. Она закончила Томский университет. У нее 2 диплома, экономист она, инженер-экономист, да. Вторая дочь, Наташенька, ей 31 год уже. Вот. Она закончила сначала здесь наш техникум, потом закончила высшее здесь, и сейчас она работает в Москве. Вот расскажите, как Олеся появилась у вас? Я долго думала об этом. И мы с дочерью пошли в детское отделение. Просто пошли и все. И оказалось там Олеся. Маленький ребеночек, которому было 1 год и 3 месяца. Она не ходила, да, она сидела вот там. И я поговорила тогда с Татьяной Алексеевной Горошковой. Она сказала, что от этого ребенка уже 2 раза отказались, и сможете ли вы? Потому что у нее был диагноз. Нужно было обследовать сердечко. Я сказала, что как можно от детей вообще отказаться там, по тому или другому вопросу, диагноз или что-то еще. И когда я пришла домой, я вообще себе не могла места найти. Я уже поняла, что это мое. И мы пошли в опеку, поговорили, тогда была Алена Валерьевна, мы с ней поговорили, и она сказала нам, как можно оформить, что нужно сделать. И мы стали делать это быстро, потому что я уже спать не могла, ничего я не могла уже. Тогда я чувствовала, что ребенок мой, и как он может где-то в другом месте находиться, не со мной. Вот. И мы также тоже, она сказала, вы можете взять пока как в гости, но мы когда ее забрали, мы больше уже не отдали, все, мы оставили ее у себя. У меня вот такое ощущение сейчас, что это не то, что там приемный ребенок, да, а ребенок, которого я сама выносила, родила. То есть вот эти события, они нас так сблизили, что я уже не могу разделить, что у меня есть там дети приемные или дети родные. Это все уже мое. Вот. И потом уже у нас появились другие диагнозы. Астигматизм. Мы стали лечить глазки. Потом у нас невролог увидела тоже при следующем обследовании в Якутске, что у нас нарушение центральной нервной системы. То есть я-то рассчитывала, что этот ребенок будет учиться в общеобразовательной школе. Я не могла никак принять, что она будет особенным ребенком. Но в итоге получилось то, что получилось. Ну вот расскажите, что получилось в итоге. Чем вас Алиса радует сейчас? Это ребенок позитив. Это, вы знаете, вот она мне дала, как можно сказать, даже как бы 2-е дыхание жизни. И мне надо, чтобы она была рядышком, мне надо, чтобы я слышала ее дыхание, мне надо, чтобы она со мной разговаривала. То есть у нас вот постоянно вот так. И она без меня не может нигде. Пройдя через многочисленные медицинские обследования Олеси и даже сложную операцию, Марина Леонидовна не опустила руки, а научилась справляться с возникающими проблемами и трудностями. В общем-то, проблемы у нас все решаемые. Все решаемые. Вот поведение порой иногда бывает, что ребенок взрослеет, и я вижу, что мне приходится иногда задумываться, как с ней поступить, потому что бывает трудно иногда вот в этом плане. А потом мы тоже вот действительно всегда вместе с ней, и хочется иногда отстраниться и чуть-чуть подумать, что же дальше, как же быть, что делать. Мы всегда
друг с дружкой так за руку везде вместе. И потом, когда я приняла, что этому ребенку все-таки придется идти в коррекционную школу, там такие прекрасные преподаватели и воспитатели, знаете, нас сразу подключили к дополнительным занятиям. Прекрасный преподаватель Татьяна Петровна, наша преподаватель, которая основные предметы ведет. У нее особая программа для каждого ребенка вообще. Вот просто я теперь рада, что мы там. Конечно, хочется, чтобы она училась в общеобразовательном, но когда я поняла, что этого не произойдет, приняла, стала уже понимать совсем по-другому ребенка. Уже совсем подключилась, что мне нужно с ней тоже быть совсем по-другому, потому что она будет и поведение будет другое, и развитие будет другое. Но я не замечаю, нам хорошо. Мы семья. Олеся, ну вот Мы вместе. здорово. Олеся, расскажи о своих грамотах, своих достижениях, успехах. Покажи дневник. Дневник, как ты учишься? Хорошо. Отлично. На Отлично. 4,5, да? Нет ни одной тройки. Да, нет ни одной тройки. У нас есть почетные грамоты. Они почетные грамоты школьные, но есть у нас и почетные грамоты международных конкурсов. Международных конкурсов чтецов. Вот я этот не нашла диплом, но это было запись была тогда же пандемия, и этот конкурс проходил в Чехословакии, международный конкурс. То есть это дети все участвовали, независимо, коррекционные дети или обыкновенные. И она заняла первое место. Много-много у нее дипломов, сертификатов. Тут и маленькая фея, День земли был, День птиц. Мы рисовали, делали поделки, и вот она получила эти дипломы. Я читать умею, писать математикой, читать Русский, да? русский. Ага. И А что ты еще А. протираешь, да? протираю пыль, Да, поливаешь цветочки. цветочки поливаю. Да. И Помогаешь маме? помогаю маме, еще посуду мою. Я умею бегать, я умею прыгать, я умею кататься на велосипеде, потому что мама это купила велосипед. Марина Леонидовна, успешно вырастив родных дочерей, посвятила свою жизнь Олесе, отдавая ей любовь и заботу. Хрупкая женщина, когда-то не испугавшаяся трудностей, приняла девочку, от которой отказались ее биологические родители. И до сих пор Марине Леонидовне очень непросто дается уход за Олесей. Но те радостные эмоции, которые испытывает Олеся, живя в семье, являются лучшим вознаграждением Марине Леонидовне. По приемным семьям, которые увидели в городе Алёкминске, в Киндигирском национальном наследии, вот я бы хотела сказать, что на протяжении большого количества лет вот мониторинг десятилетний показывает, что у нас в целом ситуация в районе очень благополучная по приемным семьям. И статистика показала также, что приемными родителями становятся люди, не являющиеся для этого ребенка прямым, не находящиеся с ним в прямых родственных отношениях. Наверное, вот люди чужие, они более сознательно берут на воспитание ребеночка свою семью, поэтому отказов сравнительно меньше. В Киндигире у нас в разное время от 3 до 6 приемных семей, и детей воспитывают 8, более, это могут быть и собственно рожденные кровные дети, могут быть приемная семья, состоящая только из приемных деток. Ну и вот вы наверняка, коллеги, тоже обрадовались, услышав от приемных родителей, от самих детей, что они, даже выйдя из статуса приемного ребенка по достижению совершеннолетия своего, они возвращаются в приемные семьи, больше им идти некуда, а там их любят и ждут. Даже когда они становятся взрослыми, даже когда они создают собственные семьи, у них рождаются свои дети, они приезжают теперь уже не к приемным родителям, а к собственным, к родным, самым-самым родным бабушкам и дедушкам. Поэтому мы
этим и гордимся, и мы это и лелеем. И очень хотели бы поделиться опытом Алекминским с другими муниципальными районами нашей республики. Я очень благодарна Ольге Михайловне, Ольга Владимировна, вам за то, что вы выбрали именно мой избирательный округ, Алекминский муниципальный район, для рабочей поездки. И мы с вами увидели опыт приемных семей Алекминского района, хороший опыт, который может стать примером для тех потенциальных родителей, которые уже созрели, готовы, и что-то, может быть, мешают, какие-то сомнения. Поэтому вот дай Бог, чтобы наши кадры с командировки в Алекму увидели родители, которые в ближайшее время кого-то возьмут в свою семью. Я считаю, что в ближайшее время за счет вот такого правильного, выверенного государственного общественного движения по поддержке Института приемных семей у нас приемных семей должно быть в разы больше. Знакомьтесь, Артем, нам 1 год и 4 месяца. Улыбчивый и ласковый мальчик, с интересом познает окружающий мир, любит тактильный контакт, стремится к индивидуальным общениям. Вот учимся ходить, ходит с поддержкой взрослого. Также учимся держать ложку. Аппетит у нас хороший, сон спокойный. Артем проявляет любопытство ко всему происходящему вокруг. Любит играть с стучащими игрушками, музыкальными и звонкими игрушками. Артем – спокойный и позитивный малыш. Он учится все делать самостоятельно и любит общаться с окружающими его воспитателями и нянечками. Мы надеемся, что Артемка найдет свою любящую семью, которая подарит заботу, любовь и ласку. Малыш очень ждет своих маму и папу.